Здравствуйте! Приветствуем вас на главной телепередаче Башкир Челябинской области «Уралым». Хайырлы сәгатьтә, хөрмәтле милләттәшләр, һезне Силәбе башкортларының үткәнен, бүгенгеһен һәм киләсәген сагылдырган Уралым тапшыруында сәламләйбез. Һаумыгыз! Челябинск встретились потомки башкирских дворян. Чтобы не прервал связь поколений. Состоялся творческий вечер Артура Гилязова. В Челябинской области пройдут гастроли Роберта Юлдашева. 4 знатных рода Челябинской области провели научно-практическую конференцию. Гости прибыли даже из Кипра. Челябинцы встретили уважаемых гостей у памятника башкирским воинам 1812 года, расположенного рядом с резиденцией губернатора Челябинской области. Под звуки курая гости возложили цветы и почтили память батыров. Мы издали книгу «Между двух огней». Здесь речь идет о наших прадедах, которые жили здесь, в Кунашакском районе в частности. Давлетша Бекметов стал начальником 3-го башкирского кантона. Он известен тем, что защитил вотчинное право Башкир-Мишер на землю и предотвратил перевод тех крепостной сословий. Поэтому сегодняшнее мероприятие, оно еще должно больше сблизить наши народы в области культуры и в области такого источника ценного, как шежере. Съезд продолжился в ДК «Строителей». Помещение было предоставлено лидером общественной организации «Соцгород» Андреем Барышевым. В фойе было выставлено родословное древо Бекметовых, в котором размещены 3000 имен 14 поколений этого рода. Гости познакомились с биографией знаменитых представителей Бекметовых, Шаимовых, Тимиргазиных. Мы очень рады, нам очень приятно познакомиться с новыми родственниками. Сами понимаете, в наше время не всегда приходится, положение такое, что не всегда общаемся не то что с какими-то там троюродными, четырехюродными, даже с родными. Узнать все корни, какие у нас есть, кто, где, кем работает, кем стал. Для меня это какой-то толчок к хорошему. Просто хочу всех знать. Современное поколение Бекметовых не уступает в известности своим предшественникам. Среди них есть доктора наук, ученые, активисты башкирских организаций. В какой бы отрасли они ни трудились и где бы они ни проживали, Бекметовы помнят свой род. Альфия Бекметова проживает в городе Левасол, остров Кипр. Узнав о съезде рода, она отложила дела и прилетела в Челябинск. По словам Альфии Габидуловны, знание своего прошлого и поддержка родственных связей придавали ей силы в самые трудные моменты. О роде Бекметов, когда мы говорим, один из них был кантонным начальником, так ведь? Он никогда не обижал простой народ. И поэтому его любили очень. Инициатор съезда Рауф Бекметов не первый раз собирает своих родственников. До этого Бекметовы встречались в Баймаке в 2009 году, в 2010 Курманово и Сарина, в 2011 в Аргаише. Кроме этого, у Бекметовых функционирует общественно-научно-исследовательский центр в Мирауфе. Организация занимается исследованием и изысканием неизведанных страниц истории рода Бекметовых. Вся наша работа, которая проводится, цель ее, чтобы доносить до наших будущих поколений историю нашего рода, наших родов, чтобы не прервал связь поколений. Председатель собрания потомков дворян башкирского сословия и знати Рафаил Бакиров вручил медали за помощь в возведении памятника башкирским воинам 1812 года начальнику управления общественных связей правительства Челябинской области Дмитрию Семенову, депутату Госдумы Андрею Барышеву. От центра Мирауфе были вручены благодарственные письма активистам и организаторам. С докладом о важности сохранения и знания своих корней выступил потомок основателя Челябинска Тархана Таймаса Шаимова Наиль Шаимов. Потомок старшины Тимиргазы Ильясова Марат Тимиргазин ознакомил зрителей с историей войскового чиновничества периода кантонного управления. 20 лет на сцене. Состоялся творческий вечер Артура Гилязова. Артур Гилязов подытожил творческую деятельность. Он профессиональный исполнитель современных и народных танцев. Творческая жизнь Артура началась в народном коллективе «Айгуль». Артур – лауреат многих республиканских, областных и всероссийских конкурсов.
Артура на Южном Урале знают как человека, радеющего за национальную культуру. Он не раз представлял башкирские и татарские народы на национальных форумах и съездах. Артур с большим удовольствием поддерживает национальные проекты. Особенно ему нравится выступать на народных праздниках, детских мероприятиях. Я поздравляю, желаю дальнейших творческих успехов. Я тебе благодарен в этом, что ты принимаешь активное участие в сохранении этих традиций. Основная работа Артура в компании S7. Он бортпроводник. Творческий подход к работе положительно воспринимается и руководством компании. Они прилетели из Москвы, чтобы поздравить своего сотрудника. К теплым поздравительным словам присоединились и местные общественники. На сцене выступили артисты национальной эстрады Челябинской области и Башкортостана. Нашей редакции Артур признался, что не собирается оставлять сцену, для него это любимое хобби. Он горит новыми идеями, возможно, когда-нибудь захочет передать богатый опыт и подрастающему поколению. Из Башкортостана с любовью. В Челябинской области прошли мастер-классы по игре на национальных инструментах. В деревне Быжикаево Аргаяшского района прошел мастер-класс по кураю и кубызу. Азам игры на национальных инструментах ребят обучил ученик Роберта Юлдашева Айнас Низамеддинов. К занятиям приобщились ученики и учителя. Заместитель председателя областного башкирского курултая Наиль Шайдулин также попробовал овладеть навыками, по словам Наиля Камильевича. Хоть он имеет музыкальное образование, но это непростое дело, которое требует выносливости, старания и постоянства. Я думаю, что этому нужно целенаправленно учиться, на самом деле. Не так все просто, как кажется на первый взгляд. Я считаю, что этот мастер-класс весьма полезен, потому что дети должны приобщаться к своему языку, культуре и по возможности владевать народными инструментами, такими как курай и кубыз. Айнас Низамеддинов отметил, что у башкир генетическая предрасположенность к игре на курай. Действительно, за час занятий с мастером большая часть ребят научилась издавать звуки. Вторая часть занятия была посвящена игре на кубызе. Тут подключились и девушки. 5-10 минут прошло, они уже начали извлекать звук. Это говорит о чем? Говорит о том, что у них по генетической памяти вот это все переходит. И как бы, если посидеть, позаниматься еще немножко с ними, то уже можно сделать из них очень хороших, качественных музыкантов. Для меня курай — это мой родной башкирский инструмент. У меня бабушка играет на баяне, мама поет. И я захотела научиться на каком-нибудь инструменте играть. Я хотела играть на инструменте кубыз. Когда я увидела первый раз у Зарины, как она играет, мне тоже захотелось в это сыграть. И я решила попробовать. Руководство Быжикаевской школы планирует организовать народный инструментальный коллектив среди пятиклассников. Ребятам приобретут курай и кубыз. Первые 5 кураев им подарил Республиканский центр народного творчества. Учителя отметили, что любовь к родному языку и культуре, заложенная в детстве, крепка. Они с теплом вспоминали свои юношеские годы, когда росли на народной музыке. Проект поддержан постпредством Республики Башкортостан в Челябинской области, Союзом башкирской молодежи и Республиканским народным центром. Испытано на себе. В рамках рубрики «Минбашкорт» учимся танцевать вместе с коллективом «Эль-Дэнс». Каждая башкирская девушка должна знать хотя бы основы национального танца. Именно за этим я пришла сюда, в школу танца «Эль-Дэнс», чтобы стать ближе к своей культуре. Наташа, мы сейчас начнем разучивание башкирских движений, но, конечно же, нам нужно размяться. Хорошо, давайте. Давайте. Друзья, должна быть привычка к дотянутости. Вот, отлично. 3. Останься, то есть самое главное для танцора — точно знать, как держать корпус. Зафиксируем это положение и запомним. Опа! Держим, держим. Мы с тобой выучили башкирскую дробь. Она нам сейчас понадобится. И раз, и два, и 3, 4. И вот положение. Ладошка у тебя на уровне желудочка, либо солнечного сплетения. Угу. Три, 4 и окончание. Пам, пам. Да, мы
выучили фрагмент танца «Свояченицы» Кудасалар. О чем он? Это, конечно же, о женских характерах. То есть, как в наших традициях, все мы встречаемся либо на семейных праздниках, либо на сабантуях, ну, либо на свадьбах, когда собираются все родственники. И здесь каждая, конечно, показывает, во-первых, свое достоинство, свой характер, свой темперамент. Но как любая женщина, любая девушка, она показывает, в чем она пришла. Да, то есть рассказывайте свои украшения, платье. Вот. И в этом танце были разные характеры. Характеры, допустим, молодой невестки, характер самой старшей невестки. Вот. И поэтому это взаимоотношения между женщинами в своем женском кругу. Почувствуй музыку ветра. На Южном Урале пройдут гастроли Роберта Юлдашева. Для меня Челябинская область, как для меня тоже очень близкая, так же как родина. Почему-то интуитивно еще в студенческие годы меня тянуло туда на гастроли. И вот я попросил у папы машину. Мы погрузились, там 5 студентов, в колонку положили в багажник. И таким образом поехали. Мне было интересно, как же живут башкиры за пределами Республики Башкортостан. Наша передача подошла к концу. До новых встреч! Ошоның менән тапшырыубыз тамам. Киләһе осрашкандарга тиклем. Һау булыгыз!